Республике Саха-Якутия продолжается работа по выявлению наших земляков, которые прибыли к нам из-за границы. В частности, по спискам, которые нам передают органам Роспотребнадзора, передают органы внутренних дел, количество прибывших к нам в республику с 10 по 21 марта текущего года составляет 2013 человек. 80% списков людей органы внутренних дел уже отработали, то есть они выявили действительное местонахождение всех жителей республики в разрезе районов. Поэтому эти списки отработаны, мы уже направили все в районы. Из этого количества 50% жителей, которые прибыли, мы уже нашли, выдали им предписание с тем, чтобы они ушли в режим самоизоляции. И передали в органы здравоохранения в районах с тем, чтобы за ними назначили медицинское наблюдение. Ну и кроме того, это мы говорим о тех жителях, которые прибыли к нам вот до 21 марта. А с 21 марта уже в городах Якутск, Нерюнгри, Мирный, Ленск, Алдан мы отслеживаем тех людей, которые вот по настоящее время сейчас продолжают прибывать к нам из-за границы. Таких людей мы выявили за последние 4 дня больше 200 людей. Они тоже ушли на самоизоляцию, и за ними назначено медицинское наблюдение на дому. То есть работа продолжается. Сколько человек задействовано в ваших службах? Хватает ли людей? Наших служб хватает. Кроме того, мы в ежедневном режиме Министерству внутренних дел передаем списки тех, кто сейчас находится на режиме самоизоляции. И участковые во всех районах республики, и в первую очередь самое максимальное количество находится в городе Якутске, они ходят по домам и проверяют, как эти граждане соблюдают режим изоляции. Поэтому к тем людям, которые нарушают этот режим, к примеру, когда к ним приходит участковый и не застает их дома, будут применяться административные меры наказания по статье 6.3 Кодекса об административных правонарушениях. Поэтому я призываю всех граждан республики, которые сейчас приехали из-за границы и находятся на режиме самоизоляции, пожалуйста, не нарушайте его. По состоянию здоровья наших пациентов, которые находятся в инфекционном стационаре, состояние сегодня стабильное. Практически они все бессимптомные. Один пациент у нас есть с признаками междолевой пневмонии, который проконсультирован в телемедицинской консультации с научным центром исследовательским города Москвы. Подтверждено наше лечение. Мы продолжаем его вести по тем рекомендациям, которые сегодня дают московские специалисты. Состояние его стабильное. Елена Андреевна, скажите, пожалуйста, какие меры будут предприниматься по самоизоляции людей старшего возраста? Мы очень много говорим про самоизоляцию. Действительно, сегодня было принято очень, на наш взгляд, важное решение, поскольку мы знаем, что именно группа риска – это лица старше 65 лет, особенно с хроническими заболеваниями, а это практически 90% наших возрастных людей. И главой сегодня был подписан указ о том, что люди, которые уходят добровольно на самоизоляцию, будут получать денежную выплату 2000 рублей в начале месяца и 2000 рублей в конце месяца, поскольку эти люди не подлежат под выдачу больничных листов. Очень часто у нас такой вопрос возникал, и мы объясняли, что, к сожалению, больничные листы данной категории групп не положено, поэтому наш Аудархан принял такое решение для поддержки социальной меры таких граждан. Скажите, пожалуйста, по плановому больным будут назначаться лечение? Речь идет, я так понимаю, что в Российской Федерации принято решение онлайн-рецепты выдавать на 3 месяца. Что у нас? У нас идет точно такая же форма выдачи. Сегодня практически все медицинские организации, за исключением, может, северов, по которым пока не коснулось, сохраняются вопросы профилактики и диспансеризации прививочной кампании. Но мы думаем, что и эти организации придем в соответствие, пока дали им разрешение. По территории центральной республики, соответственно, в городе Якутске, в крупных городах, закрыты у нас все профилактические приемы, диспансеризации.
иммунизация, прививочная кампания, причем это касается и взрослых, и детей. Кроме того, мы прекратили выдачу, значит, и в том числе платных медосмотров, которые, значит, люди у нас направлялись на работу, на трудоустройство, на оружие, на шоферские, поэтому мы приносим свое, значит, извинение за представленное неудобство, но сегодня вынужденные меры такие, они необходимы. Значит, мы перевели большинство наших докторов в режим, значит, посещения на дому, и вы знаете, что мы увеличили количество врачей, которые привлечены в медицинские организации, в первичное звено, именно в амбулаторную службу, и увеличили количество выездных бригад. Мы выписываем сегодня рецепты на 3 месяца постоянно нашим пациентам. Больничные листы мы выписываем онлайн уже вот в течение почти месяца. И еще раз призываем, без особой надобности, пожалуйста, не ходите в поликлинику, потому что все-таки это один из основных источников вероятного заражения, особенно лица, которые старше 65 лет. Маргарита Николаевна, скажите, пожалуйста, по ограничению работы фудкортов в торговых центрах. Ну, глава сейчас озвучил, что он, значит, будет принято такое решение. Поэтому, ну, что необходимо сказать? Действительно, эта мера, я считаю, на сегодняшний день, как главный государственный санитарный врач, правильная, потому что на сегодняшний день, как практика показывает, и рейды, которые проводит и мэрия города Якутска, торговый отдел, в частности, и административная комиссия, что там у нас очень много молодежи. Значит, те школьники, которые на сегодняшний день находятся на каникулах, студенты, которые перешли на удаленный режим обучения, они все у нас вот в торговых центрах, поэтому, ну, придется вот такую меру принимать. Но необходимо сказать, что хоть и поступают жалобы, что там проверки малого и среднего бизнеса, я хочу отметить, что уже с конца прошлой недели нам пришел приказ нашего центрального аппарата Роспотребнадзора, и все плановые проверки, как я говорила, они у нас уже, значит, пока приостановлены. Мы уже такое письмо направили в прокуратуру Республики Саха-Якутия, поставили в известность, что у нас план контрольно-надзорных мероприятий, он у нас пока приостанавливается. Кроме тех случаев, когда мы увидим, что там по заявлению или будет какой-то факт отравления, когда уже будет угроза жизни и здоровья населения. Только в этом случае мы будем выходить на внеплановые проверки.